Приступаем к нашему разбору материалов из раздела «Код кыргызов». Сегодня у нас статья Элери Битикчи, называется «Басмачи как основатели Кыргызской республики». Источник, надо сказать, довольно смело предлагает посмотреть на известное нам басмаческое движение. Не просто как на какой-то там бандитизм времен Гражданской войны, а как на силу, которая, прям повлияла на создание республик Центральной Азии. Давайте попробуем разобраться в этой логике. Да, статья действительно ставит под вопрос многие устоявшиеся трактовки. Автор проводит такую прямую линию от Андиджанского восстания 1898 года к сопротивлению уже советской власти, которое мы знаем как басмачество, и видит в этом, по сути, единую антиколониальную борьбу. И эта борьба, по его мнению, заставила большевиков пойти на шаги, которых, в их изначальных планах вроде как и не было. Хорошо, чтобы понять эту связь, давайте начнем с Андижанского восстания 1890 года. Что там было? Оно было очень жестоко подавлено царскими властями, были казни, массовая каторга. И вот очень показательна фраза генерал-губернатора Духовского, которую он бросил местным старшинам. «Ужели не понимали вы, что Песчинки не пристало бороться с Великой горою?» Такая вот метафора. Да, и что любопытно, даже советская историография, со всеми оговорками про реакционность, про религиозный фанатизм и так далее, все-таки признавала антиколониальный характер именно этого восстания. А вот следующее сопротивление уже против Советов, где участники, как пишет автор, называли себя маджахедами, оно получило клеймо басмачества. То есть бандитизма. Получается, двойные стандарты какие-то? Но статья как раз и задается вопросом, а почему такая разница в оценках? Ведь мотивы борьбы, по сути, были схожими против внешней власти. И тут, конечно, нельзя не упомянуть роль советского кинематографа. Вот эти истерны, они же создали довольно карикатурный образ басмача. Да уж, «Белое солнце пустыни» все помнят. Именно. Хотя местные фильмы, говорят, показывали их иначе. А что же большевики? Ведь РСДРП, их партия, еще на съездах в 1898 и 1903 годах вроде как провозгласила право нации на самоопределение. Провозгласила, да. Но что мы видим на практике? Почти сразу после прихода к власти жесточайшее подавление туркестанской автономии. Той самой Каканской, как ее чаще называют, с ноября 1917 по февраль 1918. Да-да, именно ее. Для ее ликвидации из Москвы прислали, подумайте, 11 эшелонов войск. И в операции, по данным источника, участвовали и вооруженные отряды армянской партии Дашнак-Цутюн, которых большевики привлекли. Штурм Коканда в феврале 18-го – это же трагедия. Сообщается о гибели более 10 тысяч мирных жителей. 10 тысяч. И как это вообще вяжется с декларациями о самоопределении? А вот тут как раз стоит вспомнить идеологическое обоснование. Его сформулировали Ленин и Сталин еще в 1913 году. Та самая работа о национальном вопросе. Да, если очень упростить, нация — это общность языка, территории, экономики, культуры, и она возникает при капитализме. Национальная борьба — это борьба буржуазии, право на отделение формально признавалось, но... Вот тут, видимо, и есть главное «но». Точно. Ключевым было то, что целесообразность использования этого права определяет сама партия, исходя из, цитирую, интересов классовой борьбы пролетариата за социализм. А культурно-национальная автономия внутри государства-то вообще отвергалась. То есть право как бы есть, но можно ли им воспользоваться, решает центр. Понятно. И этой логикой оправдывали подавление автономий? Получается так. Ведь народы Центральной Азии, с точки зрения этой теории, еще не были сформировавшимися нациями. Значит, их стремление к автономии – это что-то не то, не прогрессивное. И вот именно подавление туркестанской автономии, как утверждает автор статьи, и стало, таким толчком к массовому вооруженному сопротивлению, к тому самому басмачевству. Да, автор проводит прямую связь, и это сопротивление оказалось крайне упорным, очень долгим. Очаги, по некоторым данным, тлели аж до 1940-х годов. Ничего себе! Почти 20 лет получается. Именно так. И вот по версии статьи как раз это упорное сопротивление, пусть и партизанское, и опасения Москвы.
Опасения перед возможным единым тюркским или там исламистским фронтом. Вот это все и заставило Центр пойти на разделение Туркестана. Ленин уже в 1920 году говорил о создании Узбекистана, Киргизии, Туркмении. Классическое «разделяй и властвуй». Совершенно верно. Чтобы предотвратить объединение. И пришлось даже идти на временные уступки, которые вообще-то противоречили идеологии. Какие, например? Ну, разрешались шариатские суды, то есть традиционные исламские, и откладывалась земельно-водная реформа. А это же самый больной вопрос – передел ключевых ресурсов в регионе. Так, и вот мы, кажется, подходим к главному выводу статьи. Да, Создание центральноазиатских республик – это, получается, не столько подарок Ленина-Сталина или планомерная реализация их принципов. сколько результат вот этой многолетней тяжелой вооруженной борьбы местного населения, вынужденный компромисс со стороны большевиков. Которые, как мы помним, изначально и не видели эти народы как нации в своем понимании. И, по мнению автора, позже проводили политику уже, так сказать, индустриальной колонизации. В общем, да, материал предлагает нам взглянуть на историю региона под совершенно другим углом. Рождение национальных республик предстает не как такой запланированный этап советского строительства, а как сложный, во многом вынужденный итог столкновения идеологии, вооруженного сопротивления и, старой имперской логики управления окраинами. Статья заканчивается очень сильной мыслью, возвращая нас к той цитате про песчинку и гору. Звучит так: «Любое сопротивление имеет смысл, а оно возможно лишь тогда, когда человек, решившийся на это, не считает себя песчинкой». И это, конечно, заставляет задуматься вот о чем. А как такое прочтение истории борьбы, истории вынужденных компромиссов может влиять на то, как сегодня в Центральной Азии понимают свой суверенитет, как строят свою национальную идентичность? Вопрос открытый.